Одно из самых приятных событий в жизни сельского поселения Троицкое – это реконструкция Центрального парка. Новые пешеходные дорожки, скамейки, освещение на высоких фонарных столбах. Все сделано для местных жителей. Обновляется и главная достопримечательность сквера – памятник, посвященный героям Великой Отечественной войны. За кофе хочешь ахайч, салат мотик хол, мал хиде, мал чайде, мал кофе де, татсудио, дух хамаш хуздан тоос. Сахам берс ау сач озбош кейшнак. Я нах ахуй багандыш дух муди, тарапиниш маях. أنا بين حد يشهم دكتور. تبين موقع بوقش مبيه تادا قشة هذا جوردش هذا غري تيجي خزر والله. خزق بيت تيجي أو مش خز حد يديهم. شتايو حاش برجوش بلاطش بدير. يلوردر ما كايديه. قز ما دير دات وش حاجة озбош кейшнак. Местные власти стараются решить и социальные проблемы жителей села. Так поменяли водопроводные трубы, обновили линии электропередач, наладили освещение на некоторых улицах. Весной текущего года новый вид обрели улицы от Международной до Мостовой. Мы сейчас находимся на улице Народной. Как мы видим, здесь проложен асфальт. Люди здесь, живущие на этой улице, ощущали проблемы в связи с тем, что не было водоотведения, дренажных каналов. Поэтому вот на данный момент эти проблемы уже отошли в прошлое. За последние 2 года в селении Троицкое серьезно взялись за мосты. Последний из числа новеньких – мост по центральной улице Шоссейная. Местные жители рассказывают, что еще совсем недавно это место было очень проблемным, как для водителей, так и для пешеходов. С нуля возвели вот этот мост, освещение по Багаева поменяли полностью, фонари там. И по Шоссейной тоже, 800 метров мы, опорные столбы, освещение, все по закону. Вот эту работу провели. И еще у нас есть проделанные работы на других участках. Одним из самых больших подарков для жителей села стало строительство новой школы на 720 ученических мест и детского сада на 220 детей по улице Международная. Они уже готовы к открытию, остались небольшие вопросы с документацией и подбором кадров. Идет к завершению здесь и работа по укладке тротуара. Пока же местной ребятне приходится ездить в школу на другой край села. Необходимо было ناخذ ديزل جهنا خط همخبة بيرش خبة بيرش خد عندك ديك الترتوة أدخلات صارت سنة حيول الجوج أسفشينية تعليمات كذا بقول أسرة هيك عاش كسر بيرش بوس كسر خدجا بود عبوز لا. Свои двери учебные заведения откроют уже в ближайшие месяцы, но вместе с радостью местных жителей одолевают и опасения за своих детей. Дело в том, что в этом районе целыми стаями обитают дикие собаки, которые неоднократно нападали на овец. Родители переживают, что животные причинят вред и ученикам новой школы. Там-то проблем в уехе башня. Же доахн хамар делись, вала же доахн детей какие загбирж жалишь. طبعا دوق جالش جوز بس بريزور جالش تكون أوزر جزء تكون تبيرش همون جين همون حيبة خير مخبات جوز هم حد أوز هذا سك فلوجيني يزر تكون واسع ده والله возможно. Местные жители отмечают, что за последние годы в селе были решены серьезные социальные проблемы и надеются, что вопрос безопасности их детей также будет рассмотрен в скором времени и без вреда для животных. Зарима Ивлоева, Муслим Ганиев, Ахмед Горбаков, Новости 24.